Серега в гости, он пришел к нас прощаться. Мы вон собираемся с Настей потихонечку здесь. Сейчас вон взяли. Прощаемся с Барнаулом. Можно делать фотки. Езжайте уже. Да, уже посылают, барнаульцы нас. Ну, ну вот, в общем, начинается у нас реалити-шоу. Как собирать вещи. Начинается, конечно, все со сборов. Вон, Настя тут запихала всего подряд, я не знаю, сейчас ее надо будет. Буду умолять оставить вещи. Вон 3 у нас килограмма толкана. Надо их как-то правильно распасовать. Что вот это такое у тебя? Это? Да. Это нужно. Что это? Это нужно. Ну это эти всякие, что ли? Да. Всякие штуки. Сколько она у тебя весит? Что там, ну-ка? Хорошо. Выкинем сейчас ее оттуда тоже что-нибудь. Что, надо сушить все, да? Надо. Уже там сгнило все. Ну-ка, давай. Что это такое? Это нужно, это тоже нужно, и это нужно. Вот это. Это надо. Мои глаза. Сейчас будем ревизию у Насти делать. Что нужно, что не нужно. А вот это что такое? Это. Почекаю. Это реалити-шоу, друзья, у нас. Реалити-шоу. Сейчас мы сегодня поедем дорогу уже ночевать. Это первые километры для Насти будут в составе экипажа чувашского путешественника. Вот, и мы сейчас тут... Я еще не собрался, правда, Настю только пока. Вот велик снарядили. Вот, кстати, велик. Усилиями барнаульцев мы собрали. Велосипед. Вот, джами с Самарама. Протектор, конечно, колес. Нифига не дорожный, но бог с ним. Насте пойдет. Настя не понимает, поэтому я Да, Насте пока все пойдет. Пускай едет. Сейчас мы докупили этот подножку. Переключатель. Переключатель взяли Altus. Ой, извини. Переключатель Altus, потому что был вообще какой-то китайский, ужасный. Пришлось это поставить. И вообще он не подходил. Тут 8 скоростей, там вообще только для 5, для 6 скоростных. Так, давай сейчас без толканов попробую на вес. Да подожди, еще ничего сложила. Ну давай. Все, собрались, вроде сидим, вот Настя кушает плов, заряжается перед дорогой. Вроде собрали вещи. У Насти сумки-то здоровые получаются. Зад перегружен получается, но я хочу нужно купить хомута, я хочу сюда держатели, флягодержатели установить, и сюда воду уже можно будет цеплять. У меня никаких изменений, вот резина новая, кендовская, поставил. Ту я подарил учительницам в библиотеку. Вот, новая резина, да и все, в принципе, ничего нового нет. Вот, начинается наша двойное кочевье вдвоем. Настя делает первые пробы, первые шажки, так скажем, на велосипеде нагруженном. Как, нормально, Надь? Нормально. Тебя не мотает? Лучше, чем нести на плечах. Нормально, Настя. Все готово к дороге, уже все заряженное, да? Сейчас посмотрим. Сейчас ждем Игорька. Игорька нет, он куда-то ушел. Мы бы сейчас уже двинули бы. Что-то нет его. Мой всяко тяжелее твоего велика. Раза в 2. Ну не в 2, но порядком тяжелее. Еще у нас еда просто. Мы толкана 4 килограмма взяли. Кто не знает, что такое толкан, вот сейчас где показать его, засунули уже. Потом покажем. Это алтайское блюдо. Ой, блюдо, говорю. Просто ячмень толченый. Вот он толкана называется, видимо. Вот это мы взяли специально звоночек Настеньки, чтобы она звенела, чтобы она не кричала, когда ей надо остановиться или еще что-то, потому что едем все-таки в группе вдвоем, и надо, сил нет просто уже напрягать голос, и вот звоночек. А так сюда хочу сейчас установить эти, хомута надо найти, но резина, конечно, не для дороги, не для асфальта точнее, для дороги она хорошо подходит, но не для асфальта.
Что, Настя, как едется? Нормально. Нормально? Отлично. Сейчас вот нас Леха провожает до моста. Все, Леха нас проводил. Выехали из города уже. Че, как, Настя, нормально все? Ощущение долбит, нормально едет. Даже я отставал иногда. Сейчас надо еще нам палаточку поставить, выехать за город, найти сосновый бор классный. В прошлом году я там отдыхал как раз. Вот. Уже темнеет. Как темнеет? Закат, еще не темнеет. Новосибирск 216. Так, еще едем. Сейчас уже темнеет. Вот тут начался сосновый бор хороший. Вот сейчас заедем, найдем дорогу внутрь и свернем. Настя молодец, вообще держится хорошо. Но сейчас попутный ветер, вообще ехать в кайф. С попутным ветром может любой ехать. Но вот когда встречный, вот тут и начинается характер. Горы. Когда в гору или встречный ветер, вот это характер включается. Поэтому вот это настоящая проверка человека. Луна сегодня полная. Мы выехали в полнолуние, значит. Сейчас сворачиваем. Да, ровно 200. Оба! Так, надо включать фонарь здесь, походу. Все, мы нашли ночлег, поставили палаточку. Комарья тут просто ужас. Просто вообще жесть. Что там, Настя, нормально все? Ага. Хорошо, у нас репеллент хоть есть, я его вожу уже год, наверное, не пользовался им. Вот только сейчас вот в Алтае мне приходится пользоваться, первый раз его применил. Все, спать, теперь отдыхать. Завтра уже будет полноценный рабочий день. Сегодня 30 километров только проехали, выехали из города. Все, залазим. Все, доброе утро. Все, сейчас будем собираться. Солнце вышло, вон, прям сейчас жарит, уже жара здесь невозможно. Мышкара вон летает тут. Но она не кусачая вроде, она так летает. Комаров нет. Нет комаров, да? Комаров-то хорошо нет. Сейчас собираемся и едем. Сегодня, оказывается, у нас же в гости пригласили. Я забыл, мне писал человек, Леша. Давно уже меня звал в село Среднесибирское. Это 35 километров до него сейчас. Я вот вчера вспомнил. Вот сегодня поедем туда. Так что дороги у нас сегодня также не получится нормально. Ничего. Фух, все, собрались сейчас. Комаров нет, хорошо. В тенечке только. На солнышке их нет. Сейчас соберемся, поедем.
Насте пока шлем не купили с очками. Надо еще перчатки, наверное, будет купить, чтобы ручки. Женские ручки все-таки это ладно, это мои. Женские ручки это не испортить. Хотя мозолями такие руки испортишь. Все, выезжаем на трассу. Пока километров, наверное, 40-45 проехали от Барнаула вообще. И дорога пока хорошая была. Но чувствую, скоро она вся сузится. И будет узкая двухполоска. Вон. Уже вижу. Настя там пока отстала. Видно, чуть-чуть подустала. 20 километров проехали. Но ее можно понять. Вот, обочина вообще сужается, становится узкая. С местными водителями не хочется даже и по ней ехать. И с таким трафиком. Для девушки, которая на дальники практически ни разу не ездила, Настя это просто титан. Она едет наравне со мной, немножечко отстает. Это мелочь вообще. Умничка, умничка. Все, до Сибирского чуть-чуть осталось. Как, Настя, впечатление? Ну скажи что-нибудь. Пить хочется. Пока не установили ничего этих воды. Без бутылок ездят. Мошкары столько, йоу! Налетает сразу, как встаешь. Давай. Ну, вроде она так не кусается. Долго очень сидит, потом начинает что-то грызть. Что, немножко осталось? Поехали, Настя. Река Кашкарагайха. Это чувашские названия. Кашкар это волк. Тут точно чуваши живет. Все, Среднесибирский. Сейчас мы здесь заедем в гости. Нас уже давно здесь ждали. О, все, вон, улица Мира 1-1. Вроде тот адрес. Давай, заходи, калитка нам открыта. Не вылезет собака. Мы добрые, она тоже будет добрая. Тук-тук-тук. Есть кто? Подожди ты сейчас, пока оно еще не в таком виде. Все, мы уже тут в запахе. Вот Мария нас встретила. Да. Это жена Алёши. Настя воду пьет. Да. До воды дорвались, а то что-то воду не набрали. Ехали. О, запахи уже с ума сводят. Голодная. Да, еще пока нет. Еще барнаульская еда у нас.
Морда. Морду нашел. Морду. Все, морда, ты попала. Ты попала у меня. Голубоглазая морда. Ладно, надо в душ сходить. Все, он Леша приехал с сыновьями, он 3 сына у него, красавцы ходят. Он показывает свой джемис. Все велосипедисты, все в теме. Вон, собачка тоже тут. Сейчас поедем на речку купаться. Довольный, хочет полоскаться он сейчас. Хочет. Что, малыш? А? Радостный. Одна из лучших собак, это самая лучшая собака. Охотничья, да, такая? Была, да. Все, довольный? Довольный, друг? Всё, красавчик. Бегать. Самый преданный, да, самый вот всегда рядышком. И вот на команду восприимчивый. Хороший. Я его даже надрессировал, вот, еду по трассе. Ну, вот, я сначала боялся, что его машины собьют. А потом ему раза 4 сказал, вот, линию не пересекать. И он вот не Да? пересекал, вот, рядышком бежит. По щебенке ему надоедает бежать, раз, сзади за мной бежит. Ну все, Агат, перестань. Ага. Тоже попрыгать хочешь. Дядя думает, что за такой не прыгает. Незнакомый дядя. Все. Скачет она бегает. Обнимает прям такой. Агат. Переодеваться. А вы не чумишь? О, вот река Чушма. Чумыш. Чумыш, да, Чушма. Говорит. Ну да, там. Я обычно так ложусь и под воду и прям И гребешь, да? на одном месте гребу. Давай, Эдик, с разбега. Давай, покажи класс на YouTube. О, нормально. Ништяк. Красавчик, все. Да нет, что-то не знаю, сейчас, наверное, тоже окунусь. Да, покажи, как назад надо плыть. Покажи, как назад плавать. Назад? Ага. Как? Ну, вперед. А если отпуститься? Вот такая водица. Вот такая. Ага. О, ребята, накупались уже. В Тальменку едем. Покажут нам сейчас площадь. Тальменка — это райцентр Тальменского района. Ой, Тальменский какой район? Тальменский район. Вот. Главная площадь Тальменки. Вон зебра тут. Птеродактили.
Точно. Как дела? Камеру прям бац. Петух, наверное, Ну, дерзкий, да? Защитник. смелый. Ялики здесь. Хороший огородик. Вот Россия, Россия. Тама. Ты тут встречал, да? Мерзлую землю нагрызть не будет. Мгм. Вот. Вот это что. Вот защита от мышей. Защищает яблони. Хороший совет всем, кто сажает яблони. Ну это когда саженец я садил. Ну да, да. Или когда маленькие саженцы, с веревкой их так стянул и Ну да. надел. На большие яблони уже не надел. Да. Некоторые, слушай, а некоторые, ну немножко не думающие люди, слушай, а как ты надел, а? Ну да. А как ты надел? Нет, есть у меня такие, вон там, вон большая яблоня, распил. Ну, потом скрепляешь. Да, да. да, болгаркой. И так она раздвигается, а дело можно получится. Ну. Так что это, ноу-хау, можно сказать. Ну, Галина, жена моя, говорит, что попало, занимайся ерундой там, ну можно, конечно. Вот. А потом директор детского дома, жену мою, говорит, зайди, говорит, надо соглашение. А говорит, какое? Ну, вот знаете, вот такая ситуация, говорит, это. Что поступила заява, эксплуатация детского труда. Ё-моё, это такая картина. Это кто-то соседи, что ли, Я накапал? не знаю, инкогнито, короче. Вот. И это заява с района, короче, от сверху. Вот. Были ученики, воспитанники детского дома без спецформы, без перчаток, без шапочек, короче, без скафандра. Вот. У нас с ней был преподаватель, значит, да, воспитатель. Вот. Ну это же все равно они что-то на огороде, они этот бор натаскали, они были эксплуатируемые, понимаешь? Ну, то, короче, у нас есть же статья, запрещается эксплуатация. Вот. А это необдуманная статья, что эксплуатировать, надо ребенка к труду приучить. Фу, в баньку сходили с Лехой. Вот банька, конечно, хорошая, своеобразная такая. Что забыл снять сейчас. Ну, в магазин идем. На закате самое то выйти из бани. А вот уже Да, он закрыт. магазин Восток. Сегодня суббота, все гулять хотят. Вот там Среднесибирский. Мыслишь. Вместо того, чтобы с женой поругаться, думаешь о бане. Как еще-то. Некогда ругаться. Да. Родственникам на рождение.
такой ужин у нас сегодня. Царский. Вы попадете в блог. Едим шашлыки. За обе щеки. Все, доброе утро. Сегодня мы проснулись и с Настей идем в баптистскую церковь. Сегодня утро воскресенья как раз. Долго в сумраке скитался, на путях греховных я, в жизни разочаровался, Мир обманывал меня. Я взывал ко мне, поможи, скорбь мою увидеть. Я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно, о Господь, да голос Божий. Я люблю тебя давно. Даже подпевали. Мимо текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога, нелегка, да нелегка. Но человек мечтал о том, что он построит где-то дом, что поселилось счастье в нем. В доме одном, но человек мечтал о том, что он построит где-то дом, что поселилось счастье в нем, в доме одном. Часто бывало, уставал, но неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены, ни окно, даже не стулья за столом. Это не дом, это не дом. Дом, как известно всем давно, это не стены, ни окно, даже не стулья за столом. Это не дом. Дом — это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, слабым, усталым и больным, еле живым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом. За облаками в вышине есть чудный дом тебе и мне. Дом, приготовленный Отцом, чтоб жить с Творцом, чтоб жить с Отцом. Но чтоб в небесном доме жить, нужно в земных домах хранить нежность, уют и свет. Божий завет, Божий завет. Но чтоб в небесном доме жить, нужно в земных домах хранить нежность, уют, тепло и свет. Божий завет. Но еще одна песня.
сейчас вон на Москвиче поедем. Да, вот это зверь, зверь просто машина. Да, канал. Все, приехали к ребятам. Вот. Сейчас будем крышу крыть вон там вот. Помогать. Такие приключения получаются. Нормально. Тут животинка вон есть тоже. Сейчас Никита будет на крыше работать. Высотные работы познавать. Эксплуататорное сливание называется. Ну, не понимаете. Никита, кажется, заболел. Ну, что вообще чехотка началась. Чихает, глаза чешет, нос у него забит. Что, Никита, сопли текут? Ну, сопляк я. Нет, снять. Как зовут? Тесла зовут. Да. А Тего это порода. А сейчас он на меня убежит, по спине побежит. Он куда залез? На мое плечо. Ну и что ты там делаешь? Иди сюда. Белка улыбается. Да, мне нравится, когда так гладит. Ну ты покажи, как ты бегаешь. Чилийская белочка. Оп, побежал. Какие классные фигурки из гипса делают ребята. Львы. Писька. Я даже не знаю как. Это форма заливается. Вначале формочка, а потом уже этим дорабатывается. Да. Да. Форму заливается гипс жидкий, раствор. И потом через какое-то время вытаскивается уже готовое изделие. Ну как готовое, потом это сохнуть должно. Оно белое сначала. Потом это покрасить можно. Потом еще вручную детали какие-то прорисовываются и лаком покрываются. Первые огурчики. Это аквариум, да. Несколько лет мечтала об аквариуме, в прошлом году у меня мечта сбылась. Да, тоже. Как-то вот, ну, на Авито нашли вот такой именно угловой аквариум, что у нас места мало. Вот, и нам угловой подошел бы очень. Сидим со спиннером, балуемся. Дорвались дети, короче, до спиннера. Крышу сделали. Сейчас все. Сейчас скоро пойдем фильм смотреть. Показ у нас, кинопоказ будет вечером. С попкорном. Сейчас поедем фильм смотреть снова. Среднесибирский. Это сейчас Озерки. Село Озерки. Деревня, точнее, даже. Да, село. Все можно? Нужно. Так, и как? Я? Да, смотри, что под ногами там ты не мешаешь, там ты что. Привет, привет, Паша, привет. Привет. Идем, короче, в церковь идем сейчас смотреть фильм. Заблудились по деревне. В
3 соснах, в 3 домах заблудились, короче, ходим. Все, дорогу найдем. Раньше все хотели быть космонавтами, а теперь ребятня хочет быть ютуберами. Да. Это самое модное сейчас, ютуб вести, свою колонку. Ой, куда придем? Сейчас все скоро в ютубе будут сидеть. Свои интересы. Да. В нашей деревне уже есть дети, у них есть спиннеры. Спиннеры? Да. У меня тоже есть. Так, Да? можно Да, стало у тебя спиннеры сколько? стало. У меня один. А у тебя сколько? У меня один. А что, сколько надо? А Дед Морозу коллекцию собрать. Сколько это коллекцию? 200 с чем-то. 200 с чем-то? Да. А зачем столько надо? Не знаю. Пальцев не хватит же. 200 с чем-то спиннеров. Ради угара. Угара? Интересно, как крутится, да? Не каждый, наверное. Да. Ну, по-своему. Там. Это причем Они же все бывают со Я на звездочками. Новый год попросил маму 3 спиннера. Ну, где-то за всю свою жизнь соберешь где-то. Может, еще будут новые спиннеры. Всю жизнь спиннеры Может, собирать. еще новые спиннеры буду делать. Один Бэтмен, 3. 3. Я заказал тебе металлический. Еще Бэтмен. Свое хобби получается. Бэтмен и светящийся. Да. Там можно кнопочку нажимать и Марки там. собирали, потом еще очень много где-то. Сладости, помню, что было. А у моего друга, он уже сделал 2 самодельных спиннера. Как? Подшипники. Я ему дал скейт, он вытащил подшипники и сделал себе спиннер. Так, куда поворачиваем? Направо, да? Да. Да, да. Вот, ну, скоро придем уже. Да. Прошло 3 дня. Идем дальше. Мы, кажется, ход конем такой нормально сделали, да? Да не, нормально, все хорошо. Угарно, это что такое? Угарно. О, это квас. Развлекательно, да? Мы сейчас в кино находимся, будет очень интересный фильм. У нас есть попкорн. Да, попкорн работает. Все готово. Че, никого больше не будет? Только для нас. Так, где показ? У нас все по-другому. Да. Все, посмотрели фильм «Спеши любить». Обалдеть. Замечательный фильм. Советую Обалденный, всем. да. Я думал, что его смотрел, а я его не смотрел, оказывается. Название просто везде, ну, как бы, говорят, хороший. Я не смотрел. Я прям этот чуть не... Ну, короче, на слезу. Парикмахер Все, настроен Всё. на нужную волну. готовимся к стрижке. Сейчас давайте снимем результат до и после, как будет. И посмеемся. Посмеемся. Да я шучу. Будет Всё все будет здорово. нормально. Я доверяю мастеру, да. Мастер опытный. 3 детей, сыновей и муж. Никита красавчик. Ну все, постриглись вообще зачетно. Маша, спасибо большое. Теперь можно еще 2 месяца не стричься. Как раз до дома, да? Так.